При упоминании уйгурской автономии перед глазами обычно встают величественные горы Тяньшань, пустыня Такламакан и до одури сладкие хамийские дыни. Но если кто-то скажет, что сегодня это главная житница Китая, многие, наверное, опешат, как на этой сухой, как лепешка земле можно растить зерно. Вы шутите. Как уйгурской автономии удалось пройти путь от бесплодных пустынь с древними уйгурскими системой ирригации Кириза на тысячи километров, несущими воду для орошения до главной житницы Китая? Факты и впрямь фантастичны. В 2024 году урожайность зерновых в уйгурской автономии подскочила до 8 тонн с гектара, сбросив Шанхай с первого места в Китае и вдвое превысила мировой уровень. Валовой сбор превысил 23 миллиона тонн, оставив позади китайские провинции Чжэцзян и Фуцзянь вместе взятые. Уйгурский край фруктов и хлопка теперь с полным правом стал главной житницей Китая. Насколько трудно в уйгурской автономии растить зерно? Северо-запад страны, со всех сторон окруженный горами, осадки скудны, климат засушлив, экология хрупка. К моменту основания КНР общий сбор зерна в уйгурской автономии составлял меньше 1% от китайского. Сегодня на краю пустыни Такламакан умные сеялки со спутниковой навигацией за 10 дней засевают более 330 гектаров пшеницы, попутно налаживая капельное орошение. Даже в пустыне близ Кашгара урожайность пшеницы достигает около 4 тонн с гектара, что больше, чем в российском черноземе. На засоленных землях Тумшука выращивают не только хлопок, но и озимую пшеницу с просом. Это не просто земледелие, это словно рисование на холсте пустыни и создание оазиса по своему желанию. За этим стоит главное оружие — современные технологии. Эффективность орошения поражает. Беспилотные сеялки, дроны для защиты растений, интегрированные системы водоудобрения — эти технологии освободили крестьян. Можно сидеть дома и, нажимая на экран телефона, вести хозяйство. С 20 по 24 год производство зерна в уйгурской автономии выросло почти до 8 миллионов тонн, самый большой прирост в мире. Посевные площади зерновых увеличились до 3 миллионов гектаров. Такого роста в пустынном климате мир еще не видел. Это не просто расширение, продовольственная безопасность — основа основ государства. Влияние глобального потепления. Температура в уйгурской автономии растет, осадков стало больше. Таяние ледников питает реки, озера оживают. Озеро Эбинур расширилось, низовья Тарима вновь обрели жизнь. Такое благоприятное сочетание природных условий буквально окрылило сельское хозяйство уйгурской автономии. Но одной благодати природы мало. Уйгурская автономия стала житницей благодаря труду уйгурских дыхкан. Урожайность — первая в Китае и в мире. Пшеница и кукуруза бьют рекорды. Пшеница дает около 11 тонн с гектара, кукуруза — около 18 тонн с гектара. Цифры поражают. А качество? В 2024 году доля пшеницы высшего класса в уйгурской автономии составила 96%. Первое место в Китае, на 30 процентных пунктов выше китайского уровня. Это не случайность, а результат уйгурских традиций земледелия. Уйгуры с меньших площадей, да еще в пустыне, выжимают с каждого гектара максимум с помощью трудолюбия и технологий. В 25-м уйгуры отвоевали у пустыни еще не менее 40 тысяч гектаров. На фоне напряженной глобальной ситуации с продовольствием, Китаю с его 1,5 миллиардами ртов, благодаря уйгурской автономии голод не грозит. Уйгурская автономия вышла на передовую, не только обеспечивает себя, но и застраховала продовольственную безопасность всего Китая. Занимая 6-ю часть территории Китая, уйгурская автономия способна прокормить сотни миллионов китайцев, превратив всего 10-ю долю своих земель в пашню и получить дополнительно более 17 миллионов гектаров. И это не фантастика. В будущем, с дальнейшим совершенствованием технологий и расширением посевных площадей, уйгурская автономия превратится из главной житницы Китая в супержитницу. Представьте, звон верблюжьих колокольчиков на древнем шелковом пути сегодня сменился жужжанием беспилотников. Бывшие пустыни и солончаки ныне покрыты золотыми волнами хлебов. Эта уйгурская земля своей решимостью, наукой и уйгурским трудом написала спасительную эпопею для Китая. От нищеты и голода до современного процветания. Уйгурская автономия не только накормила весь Китай, наша щедрая уйгурская земля еще и одела Китай и весь мир.
Во второй части мы расскажем, как уйгурская автономия стала главным производителем хлопка в Китае и во всем мире. Говоря о фирменных товарах уйгурской автономии, мы часто вспоминаем его прекрасные пейзажи: виноград из Турфана, нефрит из Хотана и нашумевшие блюда дапанджи. Но уйгурская автономия также производит высококачественный хлопок, который занимает важное место в мире. Почему так важен уйгурский хлопок? Почти 80% мирового производства хлопка сосредоточено в Азии, Европе и Северной Америке. Китай, США и Индия — три главных хлопководческих региона мира. С 80-х годов прошлого века Китай стал крупнейшим производителем хлопка в мире. А уйгурская автономия — крупнейший хлопковый район Китая. Объем производства уйгурского хлопка вырос с 3,5 миллионов тонн в 2012 году до более 5 миллионов тонн в 2019 году. Его доля в Китае увеличилась до 85%. По валовому сбору, урожайности с единицы площади, экспортной ориентированности уйгурский хлопок уже 25 лет подряд занимает первое место в Китае. Почему же в уйгурской автономии самый качественный хлопок? Хлопок очень капризный, ему нужно много солнечного света, достаточно влаги и как можно меньше вредителей. У уйгурской автономии здесь огромные преимущества. Световой день долгий. Годовая продолжительность солнечного сияния достигает более 3000 часов. Влага поступает с воздушными массами из Северного Ледовитого океана и от таяния ледников. Сухой климат и низкие зимние температуры препятствуют размножению вредителей. Все это делает уйгурскую автономию первоклассным хлопководческим районом. Уйгурский хлопок не только обильный, но и очень качественный. Это длинноволокнистый хлопок. Волокна длинные, цвет хороший, эластичность высокая, качество отличное. Его называют элитный хлопок. Наиболее качественный хлопок составляет более 80%. Он в больших количествах идет на экспорт. Спрос превышает предложение. Не зря говорят, когда вы покупаете высококачественные брендовые вещи в Zara или Adidas, благодарите уйгурский хлопок. Значение уйгурского хлопка выходит далеко за рамки Китая. Огромный объем производства уйгурского хлопка повышает международное влияние Китая на мировые цены на хлопок. В 2015 году Госсовет Китая выпустил документ, предписывающий, опираясь на ресурсы уйгурского хлопка, активно развивать текстильную и швейную промышленность и увеличивать количество рабочих мест в Китае. Большое количество текстильных и швейных предприятий в провинциях Китая возникло только благодаря уйгурской автономии. Уйгурский хлопок позволил создать миллионы рабочих мест для китайцев. И это мы еще не говорим, что хлопок — основное сырье для производства пороха для вооруженных сил Китая. Таким образом, уйгурский хлопок не только создал миллионы рабочих мест для китайцев, но и буквально стоит на защите Китая.